Газификация новостроек должна завершиться до конца этого года. Такое поручение дала глава региона соответствующим лицам. В селе он бытовой, а в городах строительным. И тот, и другой мусор. О безобразном отношении к окружающей среде подрядчиков и строителей. В выпуске. Вербовка в интернете уже погубила сотни жизней. В Болгобекской школе говорилось о методах, к которым прибегают бандиты в попытке завлечь молодежь в экстремистские сети. Рабочий день будет продлен. Музеи страны готовятся к масштабной акции «Ночь искусств». Очередной успех. Ингушские пауэрлифтеры участвовали в чемпионате мира. Ветераны спорта показали класс. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Руководители контролирующих органов должны лично следить за процессом газификации новостроек. Такую задачу поставил глава Ингушетии на совещании с представителями правительства, руководителями министерств, коммунальных служб, главами муниципальных образований. Говорилось о ходе строительства объектов социального назначения и жилищного фонда. Юнусбек Евкоров отметил, что до конца текущего года все эти объекты должны быть готовы к сдаче в эксплуатацию. Также он сделал ряд замечаний, и одно из них касалось затягивания сроков подключения к газоснабжению нескольких жилых комплексов Назрани. Глава потребовал скорейшего завершения всех работ. Кроме того, он обязал всех курирующих указанное направление лиц выезжать на площадки и на местах следить за тем качеством исполнения данных им поручений. Газовый вопрос стал главным на сходе жителей Кантышева. Встречу инициировали сотрудники «Газпром» газораспределения Назрань для того, чтобы выяснить, есть ли у местных жителей проблемы, связанные с работой газовой службы. Мария Бестоева продолжит тему. Куда утекает газ, поставляемый в Ингушетию? А если быть точнее, почти 50%. Этот вопрос мучает представителей «Газпрома» не первый месяц. Чтобы разобраться с проблемой, поставщик запустил спецпроекты. Первыми под них попали жители двух ингушских сел – Кантышева и Далаково. В каждом доме бесплатно установили счетчики нового типа, которые автоматически ежесуточно передают показания в офис компании. Мы действительно хотим понять, что происходит, откуда такие потери газа, и как навести порядок везде. Поэтому, будем говорить честно, мы не отстанем от вас, потому что мы просим вас помочь нам навести порядок с газопотреблением. Никто никогда никакой лишней копейки с вас брать не будет. Даже если какие-то случаи есть перерасчетов или каких-то проблем, мы все их рассматриваем. Давайте говорить объективно. Никто не даст бесплатно пользоваться газом. В зале Дома культуры на сход пришли именно те, кто и не пользуется голубым топливом бесплатно. Возмущенные жители не понимают, почему им отключают ежедневно газ, когда у некоторых не просто оплачены все счета, а переплачены. Вы говорите, что где-то газ куда-то уходит. Вы не ищите его здесь. Эти крестьяне, пенсионеры, они все платят. Вы не думайте, что мы не платили. Мы народ ингуши очень лояльны к власти. Мы делаем все, что нам говорят. Мы деньги платим. Но деньги куда-то уходят. Вы ищите в конторах у себя там. Владимир Карпейчик знает о таких случаях. Недобросовестные контролеры просто присваивают себе средства, которые потребители передают им в счет оплаты. В итоге налог уходит в карман посредника, а долг никуда не девается. Мы можем вообще избавиться от контролеров. Они нам не нужны. Вот в этой ситуации, мы когда установим счетчики телеметрии, нам достаточно будет там в какой-то период вас не тревожить, когда они стоят на улице, пройти и сверить, что вы платите, как вы говорите. И никто к вам, кроме иногда проверки состояния оборудования, а это уже безопасность ваша, и вы должны требовать, чтобы они приходили вовремя, больше никто не придет. Это и есть наша цель. Кстати, проверка состояния оборудования, или, проще говоря, инвентаризация, в первую очередь необходима для самих потребителей. Неправильная эксплуатация газового оборудования привела к тому, что регион на втором месте по ЧС бытового характера.
Компании теперь будут предприниматься жесткие меры по отношению к неплательщикам, и отсоединение от сетей самое меньшее из этих мер. Неоплата за пользование ресурсами тоже хищение, а за воровство по УК РФ следует наказание. Но неплательщиков в зале нет, здесь только те, кто исправно копит квитанции об оплате. Пломбу мне поставили 26 октября. Сентябрь, октябрь я заплатил, как обычно я платил, понимаете? А никто с вас не будет сидеть, Нет, я понимаю, я заплатил. Сейчас у меня этот счетчик, допустим, выбил 6 тысяч кубов. Акт мне поставили по нулям счетчик. Вот она пришла, у меня там было уже, на счетчике я имею в виду. Мне теперь что, по счетчику платить или что делать теперь? Номер договора и имя абонента Владимир Карпейчик записал, чтобы лично разобраться в проблеме мужчины. Педагоги и врачи, работающие в Кантышево и Далаково, включены в программу сельских специалистов, которые получают определенные льготы. Сохраняются льготы для, допустим, многодетных семей, учителей, скажем, репрессированных в связи с нашими новыми мероприятиями. Какие они, если вам тут, объясните, пожалуйста, буквально на пальцах, как они вообще, как это возможно? Льготы есть почти у половины населения обоих сел, но мало кто знает, что попадает под эту категорию. Каждый житель, пользующийся льготом, должен определиться и написать заявление, получить свою льготу. Эти льготные деньги их газовой службы не касаются. Они просто их одним потоком получают через центры занятости. Туда представляются списки, перечисляются деньги, и эти деньги идут на них. Единственное, что каждый житель, кто пользуется газом, если он льготник, надо оформить свой льгот, написать заявление, определиться, какие льготы ему положены. У тех, у кого были переплаты по льготам в предыдущую организацию газового поставщика, Межгеогазпятигорск, все они зачтены. И любые переплаты, кто когда-то делал, где-то ошибся, где-то переначисления какие-то были, все до копейки. Владимир Карпейчик заверил жителей, что у «Газпрома» нет намерения начислять людям лишние долги и проценты. Главная проблема – погасить имеющуюся задолженность. Как только в Кантышево и Далаково будут обнаружены очаги утечки топлива, по этой же системе начнется работа и во всем Назрановском районе. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии появится 1044 ученических места в 2 новых школах. Это стало возможным благодаря решению премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении в этом году дополнительных средств на строительство и реконструкцию школ в субъектах СКФО. Для этих целей уже направлено более 3,5 миллиардов рублей. Перечень образовательных заведений также определен. Соглашение о выделении бюджетных средств между Минобром России и органами исполнительной власти регионов подписаны. 3000 благословенных квадратных метров. Речь идет о площади новой мечети в Кантышево. Храм построен за счет инвесторов и добрых людей, которые занимались строительством, не жалея ни сил, ни времени. В результате получилась большая мечеть, которую одновременно могут посетить 4000 человек. Сейчас осталось завершить отделочные работы, но прихожане уже совершают там коллективный намаз. Слово Саиду Куштову. 2 года назад здесь был пустырь, поросший травой и бурьяном. Тогда владельцы выставили участок на продажу. Узнав об этом, один из местных жителей, Хамзат Беков, решил построить здесь мечеть и занялся поиском инвестора. Идею Хамзата в селе поддержали. Жители быстро откликнулись, помогая всем селом. Кто вложил средства, кто обеспечил стройматериалами, а третьи взялись за строительство. В 89 году 4 декабря ходили из Междики. حافظت تقطع المجدك لا دوزج دي هنا يقير يقطع يقش دي هنا تشوفش ندير يو ارنخ لامز دي غرب دي اردا اوت بيرنخ داخ ريشيني يا حيسا وقت دي هنا يا مجدك حديدي هنا حد بغير واحد. Одним из первых на благое дело откликнулся Хаваш Зауров, за плечами у которого немалый опыт в строительстве. Своими знаниями он охотно делится с другими рабочими, чтобы мечеть радовала глаз прихожан еще не 1 десяток лет. ودنيت ويداه دي جاس دوق خيسايات دوق خياق يست ودنيت داخش تان ديال دوه ديال
Согласно проекту, новая мечеть раскинется почти на 3000 квадратных метров. Она рассчитана на 4000 прихожан. Строительство еще не завершено. Необходимо докончить внутреннюю отделку. Но тем не менее, прихожане со всего села собираются здесь каждую пятницу на коллективную молитву. Для этого на первом этаже разложили ковры. Ограду мы заканчиваем, уже заказ отдали на ограды. Внутреннее благоустройство, озеленение, там брусчатка, где фонтан будет, где это скамейки будет стоять. Вот это надо сделать. Полностью внутреннее благоустройство, одним словом, двора. Также в мечети на цокольном этаже по плану откроют медресе, которая сможет принять 300 учеников. Это еще один большой подарок для местных жителей. Подрастающее поколение сможет духовно просвещаться, а значит не попадаться под влияние экстремистов. По расчетам, объект должны сдать в 2018 году. Впрочем, сроки реально форсировать, если привлечь еще инвесторов для богоугодного дела. Даже в хадисе говорится: тому, кто построит дом Аллаха, Всевышний построит дом в раю. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. Мы не раз показывали в новостях несанкционированные мусоросвалки в населенных пунктах. Если в отдаленных селах люди бросают бытовой мусор, то в городах чаще можно встретить под ногами строительные отходы. Все дело в безобразном отношении подрядчиков и строителей к окружающей среде. Ведь такой мусор не только портит эстетический вид города, но и может оказаться опасным, особенно для детей. Репортаж Юсупа Гелисханова. Столица республики Магас – город, который стал для жителей символом новой, мирной и чистой жизни. Но чистой ее можно назвать лишь на центральных улицах. А какую картину можно увидеть на окраинах Магаса, мало кто знает. То ли дело сотрудники Комитета экологии. Это другая сторона главной достопримечательности столицы – башни Согласия. Здесь планируется построить красивую набережную, но территория вокруг русла реки почему-то завалена строительным мусором. Поблизости ведутся работы, возводится новое здание. И, судя по всему, подрядчик с вывозом мусора особо не утруждается. Это нарушение основных норм экологического законодательства, то есть размещение отходов и на почве, и в прибрежной полосе. Это допускать ни в коем случае нельзя. По данному факту установим, конечно, виновное лицо, привлечем его к административной ответственности, рассмотрим вопрос о расчете ущерба окружающей среде. На этом не самая впечатляющая экскурсия по городу Магас не заканчивается. Проехав по улице Мальсагова, мы снова натыкаемся на мусор, разбросанный практически посреди дороги. Недалеко от 6-го микрорайона в сторону пустыря простирается гравийная дорога, которая непонятно для чего закрыта шлагбаумом на замок. Вопрос напрашивается сам собой: зачем перекрывать дорогу к пустырю? А вскоре выясняется, что здесь своего рода частный полигон, на который, судя по всему, один из подрядчиков привозит мусор. Экологи отмечают, если территория не разграничена, то ответственность несет администрация. Если эта территория все-таки действительно предоставлена в пользование, мы будем устанавливать лицо, которому предоставлено в пользование, будем его привлекать к ответственности. В любом случае, если предоставляем территорию иному лицу, за этой территорией надо следить. Штраф – это статья 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает административную ответственность в отношении должностного лица от 10 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо от 100 до 250 тысяч рублей. Только такими мерами можно остановить беспредел, отмечают экологи. Ингуши во все времена славились мастерством строительства. Вот только делали это совсем иным образом. Возводя многометровые башни, они бережно относились к природе. Сейчас же подрядчики, перешагнув через все принципы нравственности, в большинстве случаев напрочь забывают даже о том, что загрязнение окружающей среды карается законом. А дальше борцы за эко-чистоту держат путь в сторону Икажева. Здесь нарушения также искать долго не пришлось. Не заметить эту огромную яму просто невозможно. Добыча полезных ископаемых, а в частности гравия, идет полным ходом и в обход закона. Техника неоднократно удаляется. Бог бя, штраф тиха, год тиха, бог бя, мотикиус. Вообще незаконно, хабя бог бер, вообще экологический ущерб бер у ежлахтер. Русло реки дер. Нарушители понесут заслуженное наказание. Участники рейда тут же сообщают в правоохранительные органы. Вот граница с Икажевым Магаса незаконно добывается общераспространенный полезный ископаемый ПГС Жахбейр. У снаряд дизель хладит.
Но на звонок так никто и не отреагировал, ни представители органов правопорядка, ни местной администрации. А экологи заверили, что по своей части составят соответствующие акты об административных правонарушениях и будут наведываться сюда. А рейдовые мероприятия будут проводиться систематически по всей республике. Юсуп Гилесханов, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии появится единая клинико-диагностическая лаборатория. Проект подразумевает создание высокотехнологического комплекса, обслуживающего все государственные лечебные и профилактические учреждения в субъекте с целью выполнения лабораторных исследований. В регионе будет построен комплекс, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, на территории Ингушетии будет создана лабораторно-информационная система и логистическая служба. Все исследования в рамках обязательного медицинского страхования будут бесплатны. 9 лет исполнилось с тех пор, как Юнусбек Евкуров начал руководить Ингушетией. Напомню, в 2008 году по представлению президента страны Народное собрание Ингушетии наделило Евкурова полномочиями главы региона. Спустя несколько лет его переизбрали на ту же должность. Какие перемены произошли в республике за последние 9 лет и каков прогноз на ближайшую перспективу, расскажет Ирина Цачуева. Он поверил в республику тогда, когда в нее не верили даже сами жители. Он сделал ее мирной, республика, в которой можно спокойно жить и работать. Благодаря правильному курсу Евкурова за 9 лет Ингушетия стала передовым субъектом. Сегодня регион так же, как и много лет назад, часто попадает в сводку новостей. Правда, сюжеты уже другие. За время пребывания и по сей день на посту главы Ингушетии Юнусбека Евкурова на новый уровень вышли социальное, культурное и спортивное направления в регионе. В рамках федеральной целевой программы в республике построено и функционирует 70 важнейших объектов, что отметил и президент страны в рамках рабочей поездки в Ингушетию. Отмечу, что за последние годы по ряду показателей в регионе добились неплохих результатов. Устойчиво растет промышленность и аграрный сектор. Исполнились мечты сотен жителей республики заниматься спортом, получать, не выезжая за пределы региона, квалифицированную медицинскую помощь и качественное образование. Промышленные предприятия, новые школы, спортивные комплексы, перинатальный центр, детская больница, онкодиспансер, строительство которых действительно стало большим подарком для региона. Помимо прочего, построено немало физкультурно-оздоровительных комплексов. К примеру, новый и единственный ФОК в Алиюрте, строительство которого было просто необходимо. Естественно, все рады, это и не обсуждается, все очень довольны. Некоторых переполняют эмоции настолько, что они не могут, допустим, высказаться. Почему? Я их понимаю, потому что в их время этого не было. Сегодня у нас это есть, и сегодня мы можем расти, мы можем развиваться в разных направлениях. И действительно, сегодня республика процветает, а ведь недавно все было иначе. Жители вспоминают о тяжелых временах с неохотой. Для многих просто выйти из дома, отдохнуть с семьей в позднее время было целым испытанием. Постоянная стрельба, нападения, неспокойная обстановка в регионе. В сегодняшнем, настоящем за жизнь своих детей и за себя уже не боишься. Боялись посетить общественные места, какие-нибудь мероприятия общественные, где большое скопление количества людей. Сейчас уже этого нет, уже молодежь она ходит, да, вот у нас кинотеатры, парки, ледовая арена, у нас много чего открывается. И меня это очень радует. По сравнению с 2009, 2010 год, 2011 год, намного как-то стало лучше. Мы растем, естественно. Вот сейчас едешь в Назрань, Малгобек, Магаз, везде идут стройки. Школы есть, Ингушетия – один из самых молодых субъектов. Несмотря на это, в историю народа вписаны самые разные события. И радостные, и тяжелые. Пройдя через все испытания и сохранив веру в светлое будущее, республика обрела стабильность. Все это благодаря правильному курсу руководства региона и трудолюбивому народу, который поверил и поддержал своего лидера. Ирина Цачуева, Новости 24. Интернет-вербовка – понятие, распространенное в современном мире. К сожалению, этот метод завлечения молодых людей в бандитские ряды действительно эффективен. Поэтому ни одна встреча с молодежью не проходит без совета остерегаться сомнительной информации в глобальной сети и не заводить там лишние знакомства. Эту тему затронули и в одной из малгобекских школ. Материал нашего корреспондента.
Как не поддаться на высокие речи псевдопроповедников и не стать жертвами интернет-вербовки? Глобальная проблема всего мира под названием терроризм и борьба с ним собрала малгобекских школьников в одном зале. Хава Бакаева, как и многие ее одноклассники, считает самым опасным врагом нынешней молодежи социальные сети, поэтому старается меньше времени проводить в мировой паутине. Нельзя все подряд выкладывать в социальные сети, нельзя ставить лайки на все записи, и лучше проводить это все время в социальных сетях аккуратно. Не случайно такие встречи проводят со школьниками, поскольку именно в подростковом возрасте в этом отношении они самые уязвимые. Находя ответы на интересующие вопросы во всемирной паутине, можно наткнуться на видео и другие материалы, пропагандирующие определенную идеологию. Пользователи соцсетей должны быть внимательнее на просторах интернета, а также понимать, что и кому они пишут. Личным, то, что должно быть сугубо в душе, не ищите ответы в интернете. В каждой школе есть учитель основ религии. Подойдите, спросите. Никто вас никогда не прогонит, никто вас никогда не скажет, это глупый вопрос. Нет, каждый вопрос должен быть услышан, и на каждый вопрос вы должны получить свой ответ. Самый действенный способ обезопасить себя, по мнению организаторов, это увлечение учебой и спортом, проводить все свое свободное время с пользой. Хорошая учеба, правильное воспитание и нерушимые моральные ценности помогут не только вырасти достойным представителем своего народа, а также оградить от многих проблем. Учащимся также рассказывали, как важно отдать долг Родине, наставляют не нарушать дисциплину на службе. Полезный урок для будущих защитников Родины. Хотя вопросы, поднимаемые на встрече, далеко не детские, очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько они серьезны. Впрочем, школьники уверены, что подобные профилактические беседы, несомненно, пригодятся им в жизни. Рассказывали про патриотизм, как нужно себя вести в армии. Так как я хочу поступать в военный вуз, для меня оказались очень важными эти советы. Такие профилактические беседы сегодняшние гости намерены провести во всех школах района. Организаторы надеются, что встречаться будут не из-за необходимости, а по желанию ребят и старших поделиться опытом и советами. Жарадат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Урожай гречихи по стране бьет рекорды. В этом году ее собрали 1,5 миллиона тонн, что намного превысило запланированный объем. И цены на нее упали в разы. Текущий год для производства зерновых и зернобобовых в стране выдался очень щедрым. Только зерновых в стране собрано свыше 130 миллионов тонн. Из них свыше 80 – это пшеница. В Ингушетии производство гречихи начнется весной 2018 года. К примеру, в Нестеровском аграрном предприятии для начала посеют 80 гектаров, а в течение 2-3 лет площадь будет доведена до 300 гектаров. Это будет сделано не только с целью реализации урожая среди населения, но и для производства семенного материала для продажи сельхозпроизводителям республики и других регионов. Трогательные строки о реальных событиях звучали из уст ингушских школьников. В Карабулакской школе гимназии прошло памятное мероприятие, посвященное конфликту осени 1992 года. Учащиеся выступали перед педагогами и приглашенными, в числе которых были очевидцы тех событий. Амина Бокова продолжит. Разрывает крепкого младенца у каннибала редкостный талант. У матери же бьется, рвется сердце. Оно потенциальный трансплантант. Строчки стихотворения Марем Сурова не просто читает, трогательно и проникновенно. Каждое слово о трагических событиях осени 1992 года. Она словно сама заново переживает вместе со всем народом. Марем, как и все школьники в этом зале, появилась на свет намного позже этих событий. Несмотря на это, дети из первых уст знают, какой след оставила роковая осень в истории ингушского народа. Анзор Мартазанов с детства слушал рассказы дедушки, который помогал пострадавшим из пригородного района. Обеспечивал их едой и одеждой и приютил многих у себя дома. Мой дедушка и моя бабушка тоже были с пострадавшими в этом конфликте. И
материально и духовно, морально. Мы помогли всем, чем смогли. О хронологии событий тех времен рассказывают детям и приглашенные гости. Салман Ахельгов жил в пригородном районе до 1992 года. Когда начались волнения, Салман вместе с женой, 4-летним сыном, братьями и их семьями пытался вернуться в Ингушетию. Однако выбраться удалось не всем. Той осенью он потерял многих родных людей. 3 числа, 4 числа, nach Argul Bulbaler. Ваюхчугот хулитамши, анда хозяк погода ерметегер, атадево шварас яхш, агеш дотсен. Вот и ачруй ор яхш, фуду ачруй яхш, ор эсжо аг делвей. А кванчудер мегвей, лобчудер мегвей яхш, цунксатусиш, до 6 числа, сатисрох, ноября. Хацана гамацагана ехер хатбен, лом ачалич, ваюхти йогжлахтелер. Полностью платья. Я выехал так док хмедатся, тиги арден, то 6 числа адул делж мах безлам хан дерс хос аддалч. Тергимер. Ладул делер. Цитанул хос погода летер цидиношк. Доры то ваша тро оквецнах. Погрузившись в воспоминания, не сдерживают слез даже самые старшие в зале. Что уж говорить о детях, которые с замиранием сердца слушают выступающих. Десятиклассника Аслана Тангиева особенно тронуло выступление его учительницы. Увидела женщину, которая оплакивает своих детей. И даже она целый час ходила, не могла найти их. У всех своя история, связанная с событиями 1992 года. Поэтому самое главное, отмечают гости, хранить и передавать из поколения в поколение память о погибших и без вести пропавших. События той осени навсегда останутся в сердце каждого ингуша. Вместе с надеждой найти хоть какую-то информацию о каждом из 192 пропавших земляков. Амина Бокова, Майрбек Мержоев, Новости 24. Историко-географическое общество Дзурдзуки готовится к реализации второго осеннего сезона проекта «Сады поколения». Он направлен на озеленение республики. Ранее в рамках масштабной акции уже разбит сад из 200 саженцев плодовых деревьев в столице региона, прямо при въезде в город. Старт второго осеннего сезона запланирован на 4 ноября. Новые сады появятся на территории нескольких школ, в том числе 5-й Малгобекской и в селении Дачной. Общество Дзурдзуки планирует посадить 500 деревьев. Сейчас активистами ведется сбор средств. Каждый, кто болеет за нашу природу и готов внести свой вклад в ее сохранение, может присоединиться к проекту. Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет» пройдет 4 ноября. В этот вечер культурные мероприятия одновременно стартуют во всех городах страны. В Ингушетии рабочий день продлится для коллективов музеев и мемориалов. Там пройдут выставки и кинопоказы. В Краеведческом музее уже готовятся к предстоящему событию. Об этом Мадина Пугоева. До старта всероссийской акции «Ночь искусств» осталось меньше недели, поэтому приготовления в Музее краеведения идут полным ходом. В самом излюбленном месте историков хранилище уже сейчас разбирают музейный фонд, экспонаты, которые почти никогда не покидают этих стен. Здесь находятся вещи, которые зачастую не видят посетители нашего музея. В частности, совсем недавно к нам в музей поступил вот этот сосуд. Сосуд уникальный. И когда я его взяла в руки, у меня аж дух захватило. У нас большой архив археологии, у нас 8000 хранения, но подобного еще не встречалось. Уникальный сосуд поступил от частного лица. И я надеюсь, что вот этот экспонат будет на открытии выставки в «Ночь искусств». А тем временем другие работники музея готовят к предстоящей акции «Зал Великой Отечественной». На днях здесь прошла межрегиональная выставка изобразительного искусства. Картины дагестанских художников теперь отправятся в другой регион, а вместо них сюда вернут старые экспонаты, фотографии и документы. Сейчас у нас осталось несколько мольбертов, как вы видите, и несколько картин. Эти картины мы упаковываем и относим в хранилище. Здесь у нас будут вешаться наши стенды. Вот здесь стенд «Освободители Европы» повесим, здесь у нас стенд «Герои России». А вот эти два стенда уже мы еще не снимали, но они висят, у нас вечная память. Это те люди, которые не вернулись. Необычную атмосферу, царящую в музее после наступления ночи, показал в своей кинокартине американский режиссер Шон Леви. К сюжету своего фильма он подошел с юмором. Главному герою киноленты предстоит познать тайную жизнь экспонатов, полную загадок и приключений.
Хотя оживших статуй или сражающихся друг с другом восковых фигур в Музее краеведения имени Тугана Мальцагова не увидеть, эта ночь, уверены организаторы, безусловно, будет наполнена особой атмосферой. Воочию увидеть, а то и прикоснуться к некоторым экспонатам сможет любой желающий. В этот день мы впервые откроем своей экспозицией письма Джабагиева. Академик, ныне покойный, передал эту коллекцию ингушскому народу. И эти письма, 8 писем, будут представлены в экспозиции нашего музея в Ночь искусств. Эта ночь соберет не только любителей истории и искусства, но и ценителей отечественного кинематографа. В рамках всероссийской акции в Музее краеведения пройдет и показ фильмов. Для этого здесь обустроят небольшую площадку для зрителей. Фильм «В терновом венце революции» снят к столетию революции 1917 года. Состоит он из 4 серий. Одна из серий будет показана у нас в Музее краеведения в рамках акции «Ночь искусств». Посетители смогут погрузиться в атмосферу тех времен. Ночь искусств Музея краеведения имени Тугана Мальцагова обещает быть насыщенной и интересной. С 12 часов дня и до 10 вечера в эту субботу любой желающий абсолютно бесплатно сможет принять участие в экскурсии, сделать памятное фото и погрузиться в историю ингушского народа. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. В сети интернет появилось приложение «Хаст» на ингушском языке. Это еще один проект, пропагандирующий важность сохранения родного языка. Авторы приложения – активная молодежь республики, общественные деятели и писатели, которые дополнили линейку полезных медиапродуктов для гаджетов по пропаганде ингушского языка. У приложения нет возрастных ограничений, им спокойно могут пользоваться как взрослые, так и дети. Очередной успех ингушских спортсменов, на этот раз болельщиков, обрадовали участники чемпионата мира по пауэрлифтингу. Он проходил в Москве. Среди 30 лучших спортсменов мира выступали 6 ветеранов из Ингушетии. Их результат впечатляет. Материал Тамерлана Хамхоева. Ингушские пауэрлифтеры среди сильнейших в мире. Теперь уже официально. Чемпионат мира, прошедший в Москве, подтверждает. Саварбек Индиев – пример для ребят, что желают заниматься спортом. Среди ветеранов на прошедшем чемпионате мира ему равных не оказалось. И этот триумф для нашего земляка далеко не первый. Соперники были более чем достойными, отмечает чемпион. Но золото безоговорочно присудили ему. Уже двукратный чемпион мира Саварбек, тем не менее, собирается улучшать свои рекорды. Жим, тяга, приседания, такие раз, нормально. 30 стран, участвуют даже, двух соперников бар. Ну, как обычно, запас я выступил отлично среди ветеранов. Соперник бар в Казахстане, в России, соперник. Не слышал, очень хочу бар, еще на турцию. Несмотря на то, что интерес к поднятию тяжестей среди ингушей берет начало еще с ингушских игр, пауэрлифтинг до недавнего времени в регионе был не столь популярен, как сейчас. Тому доказательство сразу 6 спортсменов от Ингушетии, принявших участие в чемпионате мира, прошедшем в Москве. Турнир собрал более 2000 спортсменов из 30 стран, и конкуренция, по словам тренера, была очень высокой. Всего от целая команда от России выступала около 60 человек. Наши ребята выступили более чем достойно, заняли 4 золотых, 2 вторых и 1 третье место. На мировой арене о себе громко заявили еще несколько ребят. Рахман Дашаклоев, Багаудин Алгатов, Олег Кулаков, Ибрагим Хамхоев, Ахмед Мережков и Ваха Хадзиев. Ребята в сумме принесли сборной России и Ингушетии 7 призовых мест. Заслуженное место в списке известных спортсменов они уже заняли. Теперь задача закрепить успех и продолжить заявлять о себе и пауэрлифтинге в Ингушетии на весь мир. К примеру, в весовой категории до 75 килограммов Вахе Хадзиеву пришлось противостоять опытным и очень сильным спортсменам. Но даже они противопоставить что-либо ингушскому богатырю не сумели. Результат – высшая ступень пьедестала. Первый подход 185, второй подход 195, технический ошибка, зачитать детство, и третий подход 195. Но первый подход уже я чем квартиранус 185, тоже ртик на это духала ухарса. Нахуй выступать для хаоса, цель профессионал что когда чувствуется. Ну, даху и развиваться, легко турнир.
Пауэрлифтинг не такой вид спорта, где атлеты могут забыть на время о тренировках после внушительного успеха. Чемпионат уже позади, а значит можно набраться сил перед новыми стартами. Первый запланирован на 2018 год. Чемпионат СКФО обещает сложиться для наших ребят весьма удачно. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Дядя Федор, Кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин, всем известные герои советского мультфильма «Простоквашино» возвращаются на экраны. Киностудия «Союзмультфильм» представит публике 30 новых серий мультсериала. Зрители ждут принципиально новые сюжеты. В мультфильме, кроме полюбившихся зрителям персонажей, появятся и новые герои. Эпизоды будут представляться публике по мере их выпуска со следующего года. Продолжительность каждой серии составит 6,5 минут. По словам руководителя студии «Союзмультфильм», истории Простоквашино по стилю будут напоминать прежние советские серии, но сюжет пополнится и реалиями сегодняшнего дня. А меня дядя Федор. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.